Горы и долины Кавказа помнят многое. Кавказ издревле считается краем невиданных чудес, скромных дев и бесстрашных воинов. Мужество и сила духа всегда ценились в наших краях дороже золота. Давным-давно в этих горах появилось вражеское войско, чтобы завоевать и поставить на колени наш народ. День и ночь бились храбрые горцы за право жить на своей земле, исповедовать свою веру, соблюдать обычаи отцов. Многие народы покорил враг, оставляя после себя руины и пепелища. Но на нашей земле враг встретил ожесточенное сопротивление. Среди воинов, самоотверженно защищавших чеченскую землю, был один молодой джигит, стремительный, как молния, неуязвимый, как гранит, и неутомимый, как горный поток. Его отвага и удаль поражала всех. Он был силен, как медведь, и бесстрашен, как волк. Поэтому старцы прозвали его Чаборс. В том бою враг был повержен. В те времена были у Чаборза особенные доспехи, изготовленные лучшим на Кавказе оружейным мастером. Великие воины передавали их из поколения в поколение. Эти доспехи хранятся у меня. И теперь настало время передать их достойнейшему из сильнейших. Сегодня здесь соберутся сильнейшие воины. Пора выбрать достойнейшего из сильнейших.
Ассаламу алейкум, маршал Душев. Кто ты? Откуда? Я слышал, что в этой пещере собираются сильнейшие бойцы со всего света. Меня зовут Гладиатор. Гладиатор? Здесь собрались свободные люди, и раб не имеет права находиться среди них. Я никогда не отступал и входил в любые двери, какие только пожелаю. Что это за шум? Что происходит? Почему вы не впускаете его? Его имя Гладиатор, а это значит, что он раб. Кем бы он ни был, он мой гость. Ты не должен называть себя гладиатором. Ты из народа, который никогда не знал рабства. В Древнем Риме гладиаторами назывались подневольные люди, вынужденные за кусок хлеба убивать друг друга. Меня так прозвали в Риме из-за моих побед. Я наслышан о тебе. Ты не знал ни одного поражения. Ты смел, как волк, и силен, как медведь. С этой минуты ты будешь мне сыном, и твое имя Чаборс. Люди, к нам прибыл прославленный боец, бесстрашный воин-гладиатор. Но он не может больше носить это имя, потому что он из народа, который никогда не знал рабства. Он силен, как медведь, и смел, как волк. Отныне его имя Чаборс. Принесите мои доспехи, доставшиеся мне от моих отцов. Сатур, Сатурс, Сагат. Сатур, Сатурс, Сагат. Ален Дин, Чаборс, и Гейдж Дейшкер. Я объявляю тебя своим наследником, Чаборс. Спасибо, отец. Иди осмотрись. Теперь это твой дом. Проводите его в покое. Пока бьется мое сердце, а руки способны держать щит и меч, я буду защищать честь моей земли.
праздник. А кто из вас сильнее, покажете в бою. Остановитесь. Это наши гости. Дорогие гости, настало время определить вес каждого участника. Абу-Бакр, встань на весы. Его вес составил 77 килограммов. Твоя очередь, Беслан. Встань на весы. Его вес также составил 77 килограмм. В предстоящем ожесточенном бою вы покажете свою силу и смелость. Да поможет вам Всевышний. Чаборс, сын мой, завершим это застолье твоим танцем.